Привет, друзья! С вами вновь голос первых зимних международных игр. Раз, два, три. Поехали. Все, поехали. Это. Привет, друзья! С вами вновь голос первых зимних международных игр «Дети Азии». И сегодня у нас сноуборд. Причем это не те горные дисциплины, не параллельный слалом, а самая сочная, самая интересная, самая экстремальная слоупстайл дисциплина, в которой через полосу препятствий крутые райдеры прыгают, показывают свои крутейшие трюки, свою программу. И вместе с нами сегодняшние попытки будет комментировать кандидат в мастера спорта, крутая сахалинская сноубордистка Юлия Андреева. Привет, Юля. Здравствуйте. Я напомню, что зовут меня Сергей Суханов. И первыми стартуют у нас девушки, как мы видим по графике. Они пройдут через несколько трамплинов, труб, рейлов и прочих препятствий. Юлия, вот давайте оценим, насколько сложная вот эта вот тропа, которую пройдут сегодня девчонки. Сложнее ли она, чем была на Кубке России? Что-либо изменилось по сравнению с теми соревнованиями? На Кубке России было чуть-чуть сложнее. Перестроили немножко приземление первого трамплина. К сожалению, на этапе Кубка были проблемы с ходами, не хватало спортсменам скорости, много было недолетов. Сейчас приземление перестроили и стало намного лучше. Ну, хорошо, что стало лучше. Сегодня у нас будет прыгать 8 девушек. Все они представляют Российскую Федерацию. Среди тех, кто заявлялся на соревнования, была представительница Узбекистана, но, к сожалению, ее к данному моменту дисквалифицировали. Кстати, я смотрю, у нас тут 4 девушек в графе ДНС. Что с ними случилось? Может быть, это по медицинским каким-то показаниям они не смогли выйти? Я думаю, что трасса стоит очень сложная, и девчонки справляются на самом деле не все. Очень много девочек прыгало со стола, и много было недолетов. Вот вращение пробуют буквально несколько девочек, и ошибки, к сожалению, пока допускают. Но вот вчера они пристрелялись к трассе, начали долетать. Даже девочка одна пробовала со второго трамплина сделать фронт-флип и долетела последнюю попытку. Не уехала, правда, но вот сегодня посмотрим, покажет ли она нам этот трюк или нет. В основном у нас представительницы 3 регионов. Это Сибирь. 2 девушки представляют Сибирский федеральный округ. Урал. Оттуда приехало к нам 3 девушек. И 3 девушек представляют Дальний Восток. К сожалению, Сахалинок сегодня нет. Почему не развивается, наверное, женский спорт, сноубординг у нас на острове? Или в чем причина? На самом деле девочек у нас действительно мало, и из сахалинских девчонок у нас есть Лена Костенко, я и Настя Сапрыкина, вот это единственные 3 девочки, которые катаются, и нам вот уже по 20 лет, поэтому, сейчас я вот, например, работаю, собираю группы, хочется действительно, чтобы девочки появились, которые у нас смогут кататься. К сожалению, девочек реально очень трудно набрать, девочек у меня всего 2 в группе, которые что-то могут, а вот мальчишек много, мальчишек больше тянет, наверное, на экстрим, чем девчонок. Это всегда так было, что парни рискуют здоровьем все-таки чаще. Но понадеемся, что сегодня среди девушек, которые будут прыгать на наших трамплинах, ни одна не получит травму. Да, Елена Костенко, кстати, она в судейской бригаде. Судейская бригада очень большая. Что именно вот эти люди будут сегодня оценивать? Какие элементы, чистоту, как их оценивает, вообще как работают судьи у нас? Судьи работают следующим образом. Судейство у нас будет не section by section, а полная оценка за весь проезд. То есть участники должны показать одинаково хорошие трюки и на трамплинах, и на перилах. Если человек допускает падение на трассе, то высокую оценку он не получит. Если у него будут ошибки, то высокую оценку он тоже не получает. Судьи хотят видеть красивый, чистый проезд по всей трассе. Насколько сложные трюки сегодня стоит ожидать? Вот, например, по сравнению с тем же Кубком России, который принимает эта гора, будет ли что-то сложнее, будет ли что-то, наоборот, проще? Какие трюки сегодня мы увидим от девушек? У девочек сегодня
программа будет попроще, чем на этапе Кубка России. На этапе Кубка России все-таки уровень был выше, пробовали даже семерки, а сейчас, я думаю, максимум уровень будет 360, и я надеюсь, от кого-нибудь из девочек увидеть флип, сальто, что-то подобное. Я как понимаю, вот этот первый трамплин, который стоит большой, через который проезжает сейчас наша камера, он именно и самый основной, на который в первую очередь смотрят судьи, именно там, наверное, будет оцениваться и начинаться главное, что показывает девушка, что входит в ее трюковую программу, правильно? В слоуп-стайле главного нет. Важно все. То есть, если девочка на первом трамплине, допустим, делает сложный трюк, даже нереально сложный, но потом она где-то допускает ошибку, оценку она высокую не получает. На первом трамплине оценивают бигейру. То есть вот на первом трамплине, из которого пролет 10 метров, там были соревнования по бигейру, поэтому я думаю, что, конечно, трюки с первого трамплина будут, наверное, покруче смотреться, чем со второго, потому что девочки хотя бы к нему пристрелялись побольше, они побольше на нем покататься успели. То есть это и есть главное отличие слоуп-стайла от бигейра и его главная фишка. Но мы ждем первую девушку. На старте у нас Ларионова Александра. Она представляет Сибирский федеральный округ. Одна из самых молодых сноубордисток. Сегодня 2004 года рождения. Стойка Гуфи. Кстати, вот говоря о том, что стойка, которая считается многими неправильной, все-таки, мне кажется, больше в регулере катаются. Сегодня у нас все семеро из 8 гуфаки, как говорится, да. Ну, кататься удобнее кому как. Я поясню для тех зрителей, кто не знает, чем отличается гуфи от регуляра. Да, в общем-то, ничем. У тех, кто катается в регуляре, ведущая нога правая, понимаю, да? Регуляры левая, ведущая, гуфи правая. Да? Левая, а гуфа правая. То есть кому как удобней, это не зависит от того, левша человек или правша. Подобные основные стойки есть во многих видах спорта. Есть они в лыжах, есть они в скейтборде, очень важны там также. А человек, который катается не в своей стойке, о нем говорят, что он катается в так называемом свитче. Все ли я правильно сказал? Да, все правильно. Свитч. То есть в стойке свитч выполнять трюки сложнее, поэтому они оцениваются выше. Готовится Саша Ларионова к своей попытке. Сегодня у нас будут попытки две карты. И мы смотрим за ее прокатом. Самый большой первый карт. Пытается 180. Получилось. На втором получилось. Видишь, полетела далеко. И вот серия вот этих рейлов. Разгоняется на трубу. Там, к сожалению, соскакивает очень рано. Не доехала до конца. Высокую оценку не получит. Будет надеяться на второй проезд. Что касается двух проездов, они у нас суммируются, либо оценивается лучший. Из двух проездов оценивается лучший. То есть можно полностью запороть один из них и удачно откатать на втором и взять свое долгожданное золото, правильно? Да, можно, но дело в том, что после первого проезда, как правило, многие начинают волноваться, если первый проезд плохо получился. Будем надеяться, что что-нибудь у нас сильным духом волноваться не будут. Видим повтор попытки Саши Ларионовой. Поясним еще о грэбах. Как я понимаю, вот этот захват доски — это обязательный элемент для любого трюка. То есть без него оценивается трюк низко. Грэб — это элемент группировки. То есть самое главное при выполнении трюка — это группировка, а потом уже грэб. Но грэб показывает контроль при исполнении трюка, при исполнении вращения. Ну и добавляет красоты, разумеется, и зрительского удовольствия. Готовится к старту София Кожухова, 33 номер. Представляет она также Сибирский федеральный округ. Из Сибири, напомню, у нас двое девушек в сборной. А всего будет пытаться прыгнуть 8 спортсменов. Еще раз смотрим на повторе тот самый грэб. Докрутила. Сначала должна быть крутка, а потом уже группировка. Вот на втором трамплине мы видим хорошее исполнение. Единственное, что чуть-чуть не докручено, стабильное приземление.
приземление получилось такое перпендикулярное. Получилось хорошо, есть группировка, есть трек. Разгоняется у нас следующая спортсменка. Выполняет бэксайд 3, к сожалению, падение. Да, отличное. Разгоняется на впушку. Исполнение. Стоит ли просто после падения кто-то продолжать? Да, борьба должна быть всегда до конца, потому что не факт, что остальные девчонки проедут нормально. Все сегодня волнуются, очень серьезное соревнование. Расстроилась девочка, приезжает вниз. А ведь держит за голову София Кожухова. Но в последнюю трубу она все-таки тоже взяла. Не стала просто покидать трассу. Хотя можно, конечно, и потерять самообладание после неудачной первой попытки. Улыбается Софья. Все очень неплохо. Есть еще шансы у нее показать себя хорошо. Но особенно, что пыталась исполнить на первом трамплине Соня? Соня пыталась сделать бэксайд 350. Тренировка у нее это вчера получалось. Но, видимо, из-за волнения или из-за недостаточного времени раскатки Софья ошиблась. Напомню, что Софья была первой в биг-эйре. Посмотрим, какие результаты у нее будут в слоуп-стайле. Да, мы видим неудачное приземление. Хэнд-тач был. Размахивает руками, говорит о том, что потеряла Софья равновесие. Именно здесь вот началось то, что привело к этому неудачному приземлению. Не очень уверенно держала доску. Она вообще не коснулась доски. Дело в том, что ошибка у нее была на выходе. Раз. Да-да-да. Если спортсмен что-то делает не так на выходе, то дальше уже спастись нереально. Окей, дамы и господа, соревнования уже начались. Сейчас идет финал девочек. Можете обратить внимание на нашу. Следующая участница едет. Выполняет Неудачно выполняет. 180 падение. 180 на втором трамплине, грязное приземление на задний танк. Не все получается у спортсменки. Хорошо сходит. Она сделала 50-50, 180 аут. Запрыгивает на тяжелую перилу, сходит с нее хорошо 180, проехала всю. Отличная попытка. Из другой стойки. Ну, пока почище выглядит, чем у Софьи Кожуховой, хоть и первый элемент виделся более сложным у представительницы Сибирского федерального округа. Анна Русинова, наверное, более высокие оценки получит. Дело в том, что линия с легковой перилой оценивается намного выше, чем линия с прямой и прямой короткой перилой. Потому что линия с киткой, она намного сложнее. И дело в том, что если девчонки проезжают даже прямо по сложной линии, оценку они получают намного выше, нежели чем выполняя сложные трюки на простой джип-линии. Давайте поясним тем зрителям, которые не так классно катаются на сноуборде, как Юлия, что такое китковая перила и чем отличается она от трубы, чем она сложнее. Мы видим трубу на левой секции. И перилу короткую, нижнюю, тоже на левой секции. На правой секции мы видим прямую высокую перилу и перилу с двойным перегибом, она и называется Double King перила. То есть покорить ее сложнее, насколько я понимаю, из-за того, что она выше, из-за того, что конструкция ее сложнее. Особенно для девчонок психологически сложная перила, потому что у нее есть перегиб. Если человек допускает там ошибку, то неизбежно следует падение. И мы видим то, что перила действительно высокие, поэтому ошибок они прощать не будут. И зайти на них сложнее, потому что выше нужно прыгать. Должна быть хорошая техника исполнения олли. 52,6 оценки судей. Пока, насколько я понимаю, на первом месте. Варвара Скочегорова, также Уральский федеральный округ.
готовится к своему заезду. Единственная девушка, которая у нас сегодня находится поперек перила. ездит в стойке регуляр. Такой трюк называется бордслайд. Также можно выполнить вращение на перила. Будет ли отличаться ее попытка? Разгоняется своей стойкой, делает фронт-сайд 180. Делает хороший кэп с грэбом. Отличное приземление, будет высокая оценка. Отлично проезжает по первой периле. Сделал фронтсайд Главное, 50-50 чтобы по первой доехал. периле. Давай. Чуть-чуть не получилось у него сойти, немножко не доехала, перила сложная. Но оценка будет очень высокая, пока это, конечно, лучшая оценка, лучший проезд из всех, которые мы сегодня видели. Не удался. Единственное, да, грязновато было на последней периле, но начало очень уверенное, Следующая очень участница классно, Иванова Мария. креативная трюковая Уральский программа у федеральный нее. округ. Посмотрим, что решат судьи. Выносит свой вердикт. The next participant, Как составляется вообще вот эта программа на Иванова Мария, is getting ready. полосе She's препятствий? from, То есть European тренером District. решают, какие сильные стороны, слабые стороны у спортсменки, как вот подходит к этому. Обязательно. Дело в том, что после приземления следующий трюк нужно исполнять с той ноги, на которой мы приземляемся. То есть ревертов, смены стойки между трамплинами, между фигурами быть не должно. Проезд должен быть чистым. И именно из-за этого в слоуп-стайле сложнее исполнять многие элементы, потому что сложно именно составить программу. Вращения должны быть в разные стороны. Желательно, чтобы судьи видели и свою стойку, и свечевую стойку. То есть нужно действительно подумать о сильных и слабых сторонах. И, как правило, первую попытку делают уверенную, сейвятся, а потом уже ее усложняют, чтобы точно быть ближе к верху, к серединке. Мы видим оценки судей 63,60 получила Варвара Снегурова. Посмотрим, сможет ли Мария Кузеванова оттуда же с Урала. Разгоняется. Ой, моя девочка не долетела. Называемый Инди. Поехала Straight air, and then she did. на простую линию. Поехала, ошибается в конце. И по обоим перилам. Конечно, даже непрофессиональным глазом видно то, And then что both rails she видна did. подготовка спортсменок, у кого она более мощная, как у Варвары Также Снегуровой. можете заметить, что Кто перила выбирает стоят более две простые линии. трюки, как As you Мария can see, Кузеванова. rails into lines. Девушка помоложе, чем Левая ее сторона землячка. от участника и правая от вас — это более легкая сторона, и за нее судьи будут ставить меньше баллов. Нам поясняет Side, for комментатор competitors and на right трассе, side что for за левые, за трюки на левой spectators, стороне is трассы easier, and the right участник side, получает меньше баллов, vice versa. It's more difficult. просто потому что не проще. Participants get more points За for the гребом right. наклонилась. Ноги все подтягивать. Что оценивается в первую очередь? Сложность элемента, либо частота его исполнения? То есть мы видим, что некоторые пытаются, допустим, закрутить 180, некоторые просто прилетают с грэбом. И что даст больше очков? Программа должна быть в первую очередь безопасной. То есть участник должен делать все трюки чисто и без падений. А сложность уже оценивается во вторую очередь. То есть сложность это, конечно, круто, но исполнение должно быть уверенное. То есть за 360 исполненный как попало, и если видно, что это просто выживание, конечно, участник получит меньше баллов, чем девочка, которая делает 180, но при этом чистая, улетает далеко, и видно, что элемент стабильный. Также за стиль. Стиль — это неотъемлемая часть сноубординга. Очень многие судьи оценивают именно стиль, и хочется чаще его видеть, потому что сейчас упор идет у многих на сложность, а про стиль, к сожалению, забывают. И судьям очень приятно видеть красивые вытяжки, полет далекий, хороший, в середину приземления. У нас стартует Дарина Пронина, Дальневосточный федеральный округ. The next Сегодня participant нам is уточнили, откуда именно прибыла там спортсменка. Хорошо, упала спортсменка, ведет себя руками на колени. Все получилось, и, понимаю, решает
какую-то быструю попытку. That's why Не хватило ей скорости на первый трамплин, на второй тоже не хватило, как раз из-за Выполняет падения. 50-50 на фулджеме, Может быть, несется девчонкам кимковый стоит период. разгоняться выше, подниматься И не смогла она брать проехать старт ее выше, до конца. потому что ходов не хватает многим. Долетела вот только Варвара. 360, как понимаю, она пыталась исполнить. Пыталась бэксайд 3 и не долетела, в шишку упала. Сейчас не уехала она из-за того, что ей скорости не хватило. Если бы они разгонялись выше, скорости бы хватало, она бы долетела. Что касается скорости, сегодня у нас очень холодно, я как понимаю, когда снег Сегодня падает, на следующего участника. Сейчас она готовится к старту. Представляет Дальневосточный федеральный округ. Да, на самом деле на холоде скорость действительно больше. Когда проходил у нас этап Кубка России, именно когда стало холодно и не выпадал свежий снег, скорости было на первый трамплин предостаточно. И сейчас на самом деле сложно представить, что девчонки могут не Нет долететь. квалификации. Может быть проблема в том, что плохо они разгружаются с трамплина, чекаются, скорость теряют. возможно, сказывается не girls очень don't хорошее have знакомство с qualifications. трассой. They have Много only ли времени не было finalists. на то, чтобы And they потренироваться have to здесь, на велопарковом? pass. На самом деле было две официальных тренировки. Вчера была тренировка и БГР была тренировка, соревнования по БГРу. То есть на первом трамплине у них должно скорости быть нормально. Они уже должны знать, откуда им разгоняться. И вот таких вот недолетов быть, конечно, не должно, потому что разгоняются они со стола. Им есть куда подниматься сейчас. Ну, мы помним, что хватило скорости Варваре Скочегоровой, пока она на первом месте, более чем 60 баллов поставили ей судьи. Но у нас есть еще две участницы, это Маргарита Демидова и Анна Симакова. Обе представляют Дальневосточный федеральный округ. 49 баллов получает Алина Пронина. Не очень хороший прокат. Кстати, о Дальнем Востоке вот все-таки есть девушки на Дальнем Востоке, у нас Камчатка, Хабаровск, Приморье, откуда чаще всего приезжают спортсменки? Где катаются, где учатся? Вообще очень многие участники тренируются, ездят по всем этапам Кубка России, потому что это позволяет всегда тренироваться на хорошей трассе. И уехала. Софья Кожухова и Падение. не получилось. Как я хотела увидеть этот фронт-флип от нее, она улетела хорошо. Вот чуть-чуть не хватило. Жалко, что не уехала. Фронт-флип — это передняя сальто. Не совсем понятно, почему не вышла на Также участница сделала 50-50 на Ехала фулджеме. трёхкой, и надо было Also слышать, she что ехала. 50-50 on full jump. Засчитается ли вообще попытка Не доехала 50-50 на второй период. фронт-флипа? And not finished. Попытка засчитается, но оценка за падение будет, конечно, ниже. Вообще, на самом деле, Софья сейчас показала хороший уровень, его хватает Сейчас для ставят попыток оценки, прыгать на а этапах Кубка России. Единственное, что на этапах Демидова Кубка Маргарита, Альбина обычно которая больше. представляет также Сейчас Дальневосточный действительно федеральный округ. детская, простая все-таки соревнования у нас детские. While we are waiting for the points, Попытка была хорошая, действительно. the next Немного размахивает руками. also from Harvest На Federal первом District. трамплине, на втором приземление хорошее, чуть-чуть не долетело, выбило у нее ноги. На фронт-флипе. А так попытка была хорошая. Если бы долетела, она бы и уехала. Потеряла снег. Я вижу. Слишком мало скорости. Скорости нужно было брать больше, тогда смотрелось бы более зрелищно. Была ли возможность вообще заземлить этот трюк, учитывая, что равновесие она потеряла еще в воздухе? Первый? Да. Первый вообще была. Но она его первой уехала, а второй она на втором трамплине убралась. Но она убралась из-за того, что она не долетела. То есть если бы она долетела и устояла, но она, если бы контролировала вращение, смотрела, куда она летит, тогда получилось бы. Дело в том, что фронт-флип и передняя сальто вообще выполнять сложнее, чем задняя, потому что не видно приземления. То есть приземляется спортсмен по факту вслепую. Он из-за доски, из-за того, что ноги летят вперед, он не видит приземления. Знакомятся спортсменки со своими результатами. Софья Кожухова 41,4 балла, не очень высокая оценка. Первый у нас Варварова пока идет. Первый номер Анна Русинова, вторая ее попытка. Да, первая у нас, напомню, Варвара.
50-50 на первом периоде. И Падрец со второй перила. И неудача на второй. Но есть еще одна попытка впереди. But she has the second run. И участница, замыкающая первую попытку, Симакова Анна, сейчас готовится к старту. Дальневосточный федеральный округ. The last girl in the first run, Simakova Anna from Far Eastern Federal District is getting ready. Да, второй ран идет у нас. Можно из-за каких-то проблем девушки немножко меняют порядок старта. По тунке действительно трудно проехать, забивает многие участницы на втором перегибе. Не становится ли он более скользким на морозе в такую погоду? На самом деле роль не играет, наоборот плохо, если труба или перила не скользкая, тогда падения могут быть критичными, особенно контастом, страшно. А когда перила скользкие, конечно, попроще, и нужно заходить на хорошей скорости, подбирать скорость такую, чтобы и не перелетать, и не заползать на нее. Скорость нужно подбирать подходящую. Мария Кузеванова на старте. Приношу свои извинения. Оказывается, что 3 участника не стартовало, и это была уже вторая попытка. Трое участниц не стартовала, как нам подсказывает комментарий. И Варвара Скочегорова выходит на свой второй ран. 63 балла. Первая ее попытка. Очень уверенно она выглядит, у нее есть за спиной уже отличная попытка, у нее есть уже почти кусок в кармане, можно сказать, и не рискует она на попытке второй. Сейчас ехала Скочегорова Варвара, Очень даже попытки. София Кожухов. Выполнила она на трамплинах 108, линию 180 на 180. И 50-50 по перилам. Понимаю, такая классическая программа, не очень креативная, здесь 180, 180. Ну, на самом деле, девочки делают одно и то же, но плюс в том, то, что она показала свою стойку в свече, и 180 попыталась со сложной перилой сойти. Лишь один бэкфлип мы видели сегодня, к сожалению, неудачный у Софьи Кожуховой. Но, как мы видим, главное проехать удачно, главное заземлить, что называется, свои трюки. Обнимает тренер спортсменку свою. Слава Зиновьев счастлив. 76,6 оценка Варвары Скочегоровой на второй попытке. Да, лучший результат, и предыдущий результат ее также был лучшим. Мы видим, как стартует Мария Кузеванова. Получился прямой прыжок Марии. She did straight air on the first trampoline. She had little troubles on the second. Неудачный переход первой перили и хорошо выполнены по второй. Ну, из всех 4 элементов, наверное, только в заключительной части получился трюк. Это была Шагрованова Мария. И также была ее заключительная попытка. It was Kuzmanova Maria, it was last one.
за грэблами нужно к себе ноги подтягивать и не толкаться. По-моему, она выходит, она сейчас именно прямых. Даже не вылетает, ходов мало. Получается. Давайте поясним все-таки о нехватке хода. Для тех, кто этого не знает, что означает эта загадочная фраза, которую вы повторяете раз за разом, мало ходов. Мало ходов, это означает мало скорости. Действительно, на многих соревнованиях сложно подобрать скорость так, чтобы долететь до приземления, чтобы стабильно укатывать свои трюки. Из-за чего может вообще не хватать скорости? Скорости может не хватать из-за плохого грязного подъезда к трамплину, может не хватать из-за плохо наплавленной доски или из-за того, что парафин не выбран под нужную температуру снега. Может не хватать из-за погоды. Вот на этапе Кубка России, например, в Бигейре первые 2 дня жутко не хватало скорости именно из-за того, что постоянно сыпал свежий снег. И из-за этого скорости не хватало. Мы разгонялись буквально через всю гору, и скорости все равно не хватало. Возможно, еще не рискуют спортсменки, просто сами для себя не набирают эту скорость, потому что мы видим, что кому-то ее все-таки хватает. Варваре Скачегоровой, Ну, вообще, которая Варвара опытная сторона. разгонялась выше. Она разобралась наверх, Ну, и вот неплохо. ей единственное хватило. И то ей на первом трамплине вторую попытку не хватило скорости. Возможно, из-за того, что участницы оттормаживаются, потому что трамплины большие, все-таки страшно. Ну и разгоняться нужно, конечно, выше и прямо, не делая никаких дуг, не сбрасывая скорость поворотами. Ехать на трамплин нужно ровно. Мы видим весь комплекс горы Парковой. В целом, все ли здесь правильно построено? Почему многим не хватает скорости? Может быть, что-то стоит переделать, а организаторам, может быть, что-то стоит добавить? Как вы оцените? На самом деле парк просто идеальный. Варвара Скачегорова. Официальный результат. 1-е место. 2-е место у нас у Анны Русиновой. И на 3-м месте София Кожухова. Сложные элементы все-таки помогли набрать достаточное количество баллов для бронзы. Но мы видим то, что из 5 тройку попасть было не так уж тяжело. А 3 девушек у нас вообще не стартовали из-за различных технических проблем.